Вот многие, я помню, сейчас лучшая ситуация, предъявляли ко мне претензии, как он может брать деньги за свои книги и за прием. Если он говорит о Боге. Христос денег не брал, Христос умирал за других. Поэтому я, в принципе, если говорю на эти темы, я должен делать так же. Восхищаются артистами, которые выступают, и цены на билеты которых могут составить не $1000. И возмущаются, когда видят, что информация, которая может спасти им жизнь, дается не бесплатно. Своего рода парадокс. Еще недавно была любопытная ситуация, когда читатели, группа читателей на форуме, объединившись, решила, что мои книги должны распространяться бесплатно. И обвиняли меня в меркантильности, жадности. Мотив был такой: эти знания настолько важны, что они должны распространяться бесплатно. Любопытная логика. Получается, картина интересная. Можно сначала задать себе вопрос: а почему эти знания так важны? Почему их не было раньше? А потому что я около 40 лет своей жизни занимался только этим. Из любви к искусству, то, что называется. И получается любопытная картина. Чем больше я затрачивал сил, энергии, работая без вознаграждения, тем в конечном счете, тем качественнее информацию я получил, тем меньше я должен получать денег, чем меньше я должен быть вознагражден за свою работу. Более того, я должен страдать, умирать за людей. А все имеют право на то, чтобы даже не испытывать чувство благодарности. Но мои исследования говорят о другом. Что такое чувство благодарности? Это готовность принести жертву. Это не просто слова «я благодарю». Тот человек, который умеет быть благодарным, это человек, который готов пожертвовать, позаботиться, который готов какую-то часть своей энергии, своего времени отдать для помощи другому. Когда я начал бороться с пиратством в России, многие были возмущены. Как это так? Такую важную информацию нельзя получить бесплатно. Человек готов платить большие деньги за удовольствие, а за жизненно важную информацию он денег платить не хочет. Вот это я и рассматриваю как мировоззрение Каина. Тот, кто идет по пути Каина, он заплатит любые огромные деньги за получение удовольствия. И не захочет платить, когда речь касается, скажем, даже его собственной жизни. Если кто-то спасет ему жизнь, он может даже не сказать ему спасибо. А вот тот, кто ему доставит удовольствие, вот тому он может заплатить огромные деньги. Потому что он поклоняется не любви, а удовольствием. Он поклоняется своему телу, своим желаниям. Я заметил интересную особенность. Все письма, которые начинаются с «умоляю, помогите», крик о помощи и так далее, как правило, пишутся людьми, которые книжек толком не читали. Чем
истошнее человек кричит о своих проблемах и просит помощи, тем меньше он читал книг, и тем меньше он приложил усилий для элементарного изменения своего характера, мировоззрения. Тенденция. Еще один интересный момент. Когда я кого-то консультировал, кому-то помогал, отзываясь на письма, отчаянные просьбы и прочее, люди даже не всегда это благодарили. Я уже не говорю о том, чтобы как сделать какое-то пожертвование, перечислить. Пожертвования делали люди всегда, как правило, что самое интересное, просто прочитавшие книги и испытывающие чувство благодарности. А вот те, кто умирали, болели, страдали, получив консультацию, поговорив не один раз, не всегда говорили спасибо. Это лишний раз говорит о том, что болезнь человека, его несчастье и страдания связаны с тем, что он еще не выбрал свой путь. Что для него воровать, потреблять гораздо легче, чем отдавать. И у такого человека вера еще не сформировалась. Он жертвовать не научился. Вот сейчас любопытная ситуация в Болгарии. Мне сказали, какая-то женщина, гуру, организовала группу в интернете, где мою информацию людям рассказывала, приобрела определенный авторитет, а потом разместила мою статью о щедрости, о благодарности и начала критиковать, какое право имеет автор говорить о деньгах. Нужно все делать бескорыстно. Интересная точка зрения. Это похоже на наркотик. А вот последние лет 15, вот только сейчас в европейских странах появились у меня дистрибьюторы, которые, порядочные люди, которые начинают организовывать рынок, начинают бороться с пиратством, и многие возмущены. Люди привыкли к тому, что на рынке творилось все, что угодно, на книжном, и ограничение халявы для них просто оскорбительно. Я сейчас сужусь в нескольких странах: в Германии, в Болгарии, в Польше, с непорядочными дистрибьюторами, которые занимались воровством, обвиняя, кстати, меня в непорядочности, часто. Сужусь не только защищая свои права как автора, но для того, чтобы защитить людей от возможности воровать информацию, по сути дела, не благодаря, не оплачивая ее, для того, чтобы не усилить в них тенденцию потребительства, которая сейчас пожирает западный мир. Мне бы не хотелось, чтобы люди, прочитавшие мои книги, отстаивали в себе тенденцию Каина. Потому что вряд ли их молитвы, их покаяние, чтение моих книг и попытка изменить свой характер и жизнь увенчается успехом, если для них бесплатное скачивание, поощрение воровства на рынке будет привычным делом.
Мне бы не хотелось, чтобы те книги, которые я написал, были пустым звуком или даже привели к проблемам серьезным у тех людей, кто не понимает, что для того, чтобы измениться, нужно научиться жертвовать. Многие предъявляют претензии по поводу стоимости книг. Мне хотелось бы помочь тем людям, которые подсчитывают мои доходы, которые обвиняют меня в меркантильности, в жадности. Так вот, я думал, как облегчить их состояние. Я просто расскажу информацию. Что происходит на самом деле, может быть, им станет легче. В прошлом году решался вопрос о том, вообще будет ли существовать издательство или нет. У меня дело в том, что мои книги издаю я сам. Но в отличие от других издательств, где много книжек, это, так сказать, издательство издает только мои книги. Поэтому, если количество книг небольшое, то рентабельность падает, и издательство может закрываться. За 2015 год, за позапрошлый, было продано 32 тысячи книг. Одна книга дает чистой прибыли 15 рублей. Итого издательство заработало 480 тысяч рублей за год. Это около 6 тысяч евро. Производство книги – это процесс серьезный. Нужны редакторы, корректоры, менеджеры, бухгалтера. Автор должен получить тоже какое-то вознаграждение. И по факту получается, что доходы издательства оказались гораздо меньше, чем расходы только на фонд зарплаты. Ставил вопрос о закрытии издательства, потому что работать в убыток не один год подряд я не могу. Я закрывал убыток тем, что у меня сдается квартира, тем, что я проводил семинары. И самое главное, что помогло, это пожертвования, которые делали люди, прочитавшие книги. Вот благодаря пожертвованиям как раз ситуация в значительной степени выровнялась. Это позволило мне сейчас выпустить новые книги. Так что самое интересное, что книг очень много читается и скачивается во многих странах мира, но пожертвования в основном делают россияне. Это очень хорошая тенденция, это о многом говорит, и я очень благодарен этим людям.